Еўрарадыё.FM. Прывітанне ўсім слухачам Еўрарадыё. Радыё для Беларусі. Прывітанне ўсім слухачам Еўрарадыё, прывітанне тым, хто глядзіць нас у жывым эфіры праз сацыяльныя сеткі. Гэта стартапніца, сумесны праект Еўрарадыё і сайта bel.biz пра дзёрзкіх беларускіх прадпрымальнікаў і смелых інвестараў, якія давяраюць ім свае грошы. Юлія Няхай, рэдактарка bel.biz у нашай студыі. Прывітанне, Юлія. Привет. І наша сённяшняя госця гэта Ірына Дубовік. Прывітанне, Ірына. Прывітанне. Вельмі ізноў жа шмат рэгалій можна знайсці пра Ірыну. Гэта праца ў вялікіх карпарацыях. Гэта тое, што Ірына з'яўляецца SEO праекта «Стартап Он». Гэта тое, што Ірына – гэта дасведчаны маркетолог і спецыяліст у галіне развіцця бізнесу. Кім вы самі зараз сябе адчуваеце? Што галоўнае зараз? На самом деле я себя считаю простым проектным менеджером. И фактически вот все, что я делала в крупных корпорациях, я и продолжаю делать только сейчас в своих проектах. И знаете, вот эти названия там SEO, там основатель, это все очень громко на самом деле. Вот, я это для того и придумано, мне здаецца. Да. Вот мне нравится слово менеджер по развитию бизнеса. То есть фактически это я использую все свои навыки, которые я получила в рамках работы в крупном корпорате, и, собственно говоря, продолжаю эти знания и навыки внедрять. Только теперь в таком, можно сказать, более объемном, масштабном размере и одновременно в более, наверное, маленьких видах бизнеса, но тем не менее по силе и по мощи в каких-то моментах, там, я беру, например, количество там, людей в команде, да, и по масштабу они, наверное, шире. Вот в 3 словах так. Юлія, мне здаецца, у нас ужо былі госці, якія прайшлі гэты шлях ад вялікіх карпарацый да стартапаў. Як у вашым выпадку гэта ўсё адбывалася? Як вы прыйшлі да думкі, што трэба з карпарацыямі, я не ведаю, взяць перапынак, да, і заняцца нечым больш дробным, ну, прынамсі, па колькости людей, якія заняты ў проекте? Я скажу так, что я не считаю, что я ушла из крупных корпораций. Или вошла, или ушла. Это рост. И в моем случае моя карьера складывалась так, что я росла с простого специалиста, набирая все больше и больше работы, поднималась по карьерной лестнице и так дошла до топа. В каких-то моментах можно упереться в потолок не потому, что там что-то в компании не так, а потому что понимаешь, что для роста нужно двигаться в другую сторону, в другую нишу, поэтому были с этим связаны переходы в другие компании. Поскольку я маркетолог, мне нравится внедрять такие инновационные проекты, зачастую они очень смелые, очень много есть в моем портфолио таких вещей, которые звучали впервые в Беларуси, и хочется делать всегда что-то такое нестандартное, с душой, с вызовом того, чего не делал никто, и где-то или говорили, это невозможно. Поэтому в один прекрасный момент у меня случился, наверное, какой-то профессиональный личностный кризис, думаю, ну а дальше что? Ну окей, корпорации поработали, все хорошо, а куда дальше развиваться? И таким образом я попала на один из IT-хакатонов и посмотрела на то, как питчат, то есть презентуют свои проекты ребята от 25 лет и выше, то есть за 3 минуты раскладывается бизнес-модель, стратегия проекта, и получают инвестиции с большим количеством нулей. То бок спочатку вы были глядачом. Да, сначала я была зрителем, но поскольку у меня есть такой подход, что все то, что я делаю, я прохожу на собственном опыте. Соответственно, я придумываю для себя «Стартап Он», это акселератор стартапов. На тот момент я хотела делать онлайн-площадку и наивно верила в то, что это будет монетизировано и взлетит, а это было там 3 с чем-то года назад. На тот момент наша экосистема стартапов только зарождалась и только развивалась, игроков было очень мало, буквально несколько площадок. И глядя на то, как ребята выступают, а мы на советах директоров защищали стратегию по полчаса, по полтора, там по днями сидели, да, и я думаю, ну все, наверное, что-то не то в моей бизнес-модели, надо что-то менять. Вот. И случилось то, что я думаю, я этого не умею, я хочу этому научиться. Соответственно, пошли питчинги, пошли участие в хакатонах, это поездки по крупнейшим конференциям, это изучение глубоко отрасли, общение с разными проектами. И в какой-то момент я успокоилась. Почему? Потому что я поняла, что как раз-таки в стартапах не хватает тех компетенций, которые дают крупный корпорат. Ну, ось бачыце, звычайна рост усё ж такі ўспрымаецца лінейна. Чым больш, напрыклад, падначаленых у чалавека, тым
ну, тым больш тым вышэйшая яго пазіцыя. У вас все ж таки адбыўся такі разварот вось у бок невялікіх праектаў, і вось вы сказалі, што быў нейкі крызіс. Да. Да, то бок расчараванне, не ведаю тым, што вы робіце, як вы яго перажылі. Ну тут мы можа згледзячы того, што можна парады даць людзям, якія яшчэ працуюць у корпорациях. Я думаю, что это связано с тем, что меняются тренды, и очень часто там, через какой-то период задаешь себе вопрос, да, а я где? Вот, а дальше что? Ну все, ну в карьере уже вроде как все сложилось, а хочется еще чего-то, куда идти, что делать? Сейчас появилось очень много профессий, которые люди не знают. У нас давалось такое, ни в коем случае не хочу никого обидеть, усредненное образование. Понятие предпринимательства, то, как, например, предпринимательство преподается в тех же Штатах, вот потом, если будет интересно, расскажу немножко об этой стажировке. И предпринимательство в программе включено, начиная с детского сада. Соответственно, нам приходится начинать с нуля. И почему кризис? Потому что, ну, хочется делать что-то свое. У меня всегда были очень сильные собственники, руководители, первые лица. И, наверное, поэтому рано или поздно хочется пробовать, ну, если что-то нравится, не нравится, нужно пытаться или пробовать сделать свое. И, соответственно, это не уход во что-то там мелкое или еще что-то другое, это опять-таки проба себя в новом качестве, не найме, а работе на себя. И на самом деле начинаешь понимать собственника совсем по-другому, потому что риски, которые связаны, это не зарплата 2 раза на карточку, да, это нужно постоянно находить проекты, быть востребованным. И если у тебя раньше за спиной был, например, бренд, либо крупный корпорат, то сейчас ты становишься собой, и кроме экспертизы твоей, больше, собственно говоря, ну, похвастаться-то нечем. Вот. И это такой достаточно интересный вызов. Как я с этим справлялась? Ну, приобретала новые знания. У меня обычно так. Если что-то для меня является проблемой, ставлю это в цель, иду, учусь и ищу в этом смысле себя. И сейчас я считаю, что я в балансе, потому что так складывается, что все те корпоративные мои, скажем, те компании, в которых я работала, мы работаем до сих пор, работаем в разных направлениях, сотрудничаем и в проектах, я привлекаю, если вижу, к себе на интенсив и так далее, поэтому не чувствую разрыва вообще абсолютно. Разница лишь только в том, это найм или ты становишься все-таки, управляешь сам своим бизнесом, доходом и так далее, только в этом. Атрымліваецца задавальненне ад рызыкі, звязанае з тым, што цяпер за вами не стаіць нейкі ўласнік, нейкі буйны капітал. Скорее свобода, хотя свобода в этом смысле немножко, то есть это тоже иллюзия в каком смысле, то есть когда ты работаешь в корпорате, ты подчиняешься какому-то руководителю. Когда ты работаешь на себя, у тебя есть клиенты, проекты и так далее. И у тебя уже, ну, в каком-то смысле подчинение становится гораздо больше, потому что от этого конкретно зависит твой доход, репутация, рекомендации и много чего другого. И риски уже несешь самостоятельно. Ну, так. Вот. Вы сказали, что маркетинг у стартапах подобны да маркетинга ў буйных карпорацыях. Вось хацелася крыху развіць, да? То бок, што вы, ў прынцыпе, займаецеся тым жа самым, толькі на іншым узроўні. Давайте пра гэта пагаворым, бо мне здаецца, гэта, ну, вельмі каштоўная думка. У чым яны падобныя, а у чым, магчыма, адрозніваюцца? Во-первых, мне, наверное, сразу хочется вернуться к понятию маркетинга, потому что сегодня маркетингом, диджитализацией называют все что угодно, да? Очень многие вещи, которые давно известны, приобрели новые названия, там, например, там, статистика, аналитика, бигдата. А где бигдата, бигдати, да, как шутят мои коллеги, которые реально занимаются большими данными, так и с маркетингом. Вот. Что я понимаю под маркетингом? Вообще мне посчастливилось работать в международных компаниях, и, как правило, маркетинговая структура состоит из 3 направлений. Первое направление – это стратегическое, то есть это маркетинг высшего уровня, где собственники планируют стратегию на какой-то период, думают, что будет входить там в технологии, в развитие и так далее. Вторая ветка – это аналитический маркетинг, где находятся маркетологи, аналитики и исследователи. То есть исследуются статистические данные, дальше аналитики ее интерпретируют, опять-таки снова это все в связке для того, чтобы дать нужные данные для разработки стратегии. В том числе сюда входят и различные там опросы, исследования, работа с клиентом, анкетирование и так далее. И третья
третье направление, оно, наверное, самое масштабное, самое распространенное, это операционный маркетинг, так называемое продвижение, где можно насчитать там, до 30 профессий на самом деле. И там уже есть еще поднаправление, то есть поднаправление ивентов, поднаправление пиар, поднаправление реклама, да, то есть поднаправление диджитал, поднаправление, если там в компании есть разработка мобильного приложения, то маркетолог, занимающийся мобильным приложением, будет в корне отличаться от маркетолога-продуктовика, да, то есть поэтому направлений очень много. И в чем есть схожесть, и в чем есть отличие, то есть зачастую есть отличие, наверное, больше немного в IT и в реальном секторе, потому что в реальном секторе часто есть такая легенда, маркетинг конкурирует с продажами. Когда ты работаешь в высокотехнологичном каком-то проекте, это исключено, потому что от действий маркетинга зависит успех всего проекта. И я верю только в одно, когда маркетологи и продажи находятся в команде. И это мне близко, и это как раз-таки есть в стартапе. Когда есть 2, 3, 4, 5 человек, это многозадачные специалисты с очень глубокой экспертизой, потому что нужно решение принимать очень быстро, нет времени на 100 согласований, нет времени на митинги, нет времени на там, допиливание, там, вот если там, до идеала там, презентации. Если она хорошая, если этот материал рабочий, то ты берешь, идешь, работаешь, идешь к инвестору. Учишься работать в любом месте. Вот есть компьютер, где сел, там и работаешь. С точки зрения еще похожести, да, то, что никто не отменял разработки инвестиционной, например, презентации, да, а инвестиционная презентация – это фактически мини-бизнес-план. Дальше из этой 10-слайдовой презентации готовятся инвестпланы, можно входить в различные технопарки. А перед этим ты делаешь короткий питчинг, презентацию своего проекта. И таким образом все то же самое делает и бизнес. Я провожу мастер-классы по бизнес-модели. Мы прорабатывали свои проекты внутри корпората таким образом, защищали их внутри корпорации. Поэтому, если есть иллюзия о том, что стартап — это что-то другое, нет, это такой же бизнес, просто разные стадии. Поэтому во всем мире различается их несколько. Мне здаецца, што у стартапе, вот у вялікай карпорацыі ёсць аддзел, напрыклад, маркетинга, да. У стартапе функцыі гэтага аддзела нейкім чалавекам аркестрам мусіць быць маркетолог, які можа і то, і то, і то, і гэта. Бо ўсё ж такі, калі мы кажам пра стартап, Юлія, магчыма, вы мяне паправіце, але ўжо ў наступнай частцы нашай праграмы, мне здаецца, што мы кажам пра нейкую невялікую адзінку, бізнес-адзінку, да, з некалькіх чалавек, дзе маркетолог звычайна адзін. Пра гэта мы пагаворым праз кароткі перапынак на музычную паузу і навіны. Спадзяюся, я дам задаць некалькі пытанняў Юліі. Я тоже спадзяюся. Спадзяюся, не расчаруем адно аднаго. Перапынак, сустрэнемся праз некалькі хвілінаў. Звили давно гнізда лелеки і близькі мої, стали далекими, вклеєні фото на пам'ять, наступний альбом. Хлібом одним ситі напоїні, часом болять, рани загоєні, а кому мало, як завжди, сидять за столом. Дайте нам бути такими, якими ми є. Дайте нам спокій від ваших щоденних атак. Єврорадіо. Новини – наша справа. Вітаю, каротка пра асноўныя падзеі на гэты час. У метро Парыжа адбыўся кіслотны напад. Адзін чалавек у цяжкім стане, двое параненыя. Адбылося гэта сёння раніцай і учора вечарам. Сёння пацярпелы малады чалавек ва ўзросце 20 з невялікім гадоў атрымаў моцныя апёкі твару і рук, шпіталізаваны ў крытычным стане. Учора інцыдэнт адбыўся на 11-й лініі метро. Там невядомы разліў кіслату, параніў жанчыну і мужчыну. Іх жыццё нічога не пагражае. Нападнік з месца здарэння ўцёк. Вядзецца яго пошук.
Сёння Лукашенко з Пуціным наведаюць цэнтр для адураных дзяцей Сірыус, абмяркуюць супрацу ў сферы адукацыі, культуры і спорту з міністрамі, а потым пагуляюць разам у хакей, паведамляе Дмітрый Пяскоў. Нагадаю, учора прэзідэнт Расіі змагаўся дзюдо і нанёс свайму суперніку траўму, атрымаў траўму сам. Траўмаваны палец ён ніяк не пашкодзіць сёння Пуціну гуляць у хакей. Пра ўсё гэта распавёў таксама Дмітрый Пяскоў. Да свайго 100-гадовага юбілею Міністэрства сельскай гаспадаркі і харчавання рыхтуе багатыя падарункі, аўтамабіль «Джылі», тэлевізар «Гарызонт» і таксама сертыфікат на 500 000 рублёў. Святкаваць юбілей ведамства плануе ў Палацы Рэспублікі. Каму дастануцца падарункі, пакуль невядома. Гэта будуць вельмі цёплыя выходныя да 10 градусаў цяпла і без істотных ападкаў. Трошкі пахаладае ў панядзелак, але таксама надвор'е будзе ў асноўным плюсавое. Светлана Адзінец, служба інфармацыі Еўрарадыё. Еўрарадыё.фм. Вяртаемся ў студыю Еўрарадыё. Гэта стартапніца, сумесны праект нашай станцыі і сайта bel.biz, прадзёрскіх беларускіх прадпрымальнікаў і інвестараў, якія давяраюць ім свае грошы. Юлія Няхай, рэдактарка bel.biz у нашай студыі. Прывітанне яшчэ раз, Юлія. І Ірына Дубовік, менеджер праектаў, якая займаецца маркетингом. Я забыўся. Я памятаю, што ў першай частцы эфіра запытаўся, як вы сябе вызначаеце, вы сказалі, як вам падабаецца. Да. Праектны менеджер. Мы размаўляем пра маркетинг стартапаў, пра яго сход, пра тое, чым ён падобны, чым ён адрозніваецца ад маркетингу у буйных карпарацыях. І у Юліі ёсць пытанне, як мы высветлілі, нават 4. Да, вот 4, да. Прежде всего, мне хотелось бы спросить у тебя, учитывая, что у тебя такой хороший бэкграунд именно по работе с белорусскими корпорациями, и сейчас ты оказалась по нашу сторону баррикад, насколько вообще белорусскому крупному бизнесу интересны стартапы с точки зрения внедрения инноваций, вот готовности самого бизнеса, вообще интереса к этому? Вообще, на самом деле, я скажу так, что я не чувствую себя ни на чьей стороне баррикад, а работаю и с теми. Более того, на самом деле, считаю, что сегодня ключевым фактором успеха является нетворкинг. Нужно больше общаться, потому что многие компании сами по себе сегодня являются экосистемой стартапов. Я могу привести конкретный пример. Это компания Волком, это компания EPAM, где внутри есть и хакатоны, и конкурсы, и прокачка стартапов, и возможность развить свои проекты как предприниматели для сотрудников. В том числе многие проекты участвуют тоже в других хакатонах, на других площадках, где те же самые компании выступают спонсорами по разным там видам тем. Например, вот есть отрасль там банковская, соответственно, есть финтех-хакатон в Имагуру. И многие корпорации на самом деле находят там для себя направления, которые могут быть интересны. Вопрос в том, что размах таких компаний, когда, например, они присутствуют там, в 25 странах по миру, то и уровень стартапа, который может быть интегрирован внутрь такой компании, либо быть предложенным в виде стартапа, он должен быть достаточно высоким. В этом смысле, наверное, я хотела бы дополнить то, что стартап сегодня во всем мире воспринимается как уже действующий бизнес, у которого масштабируемая бизнес-модель, есть ревеню, есть прирастающая база данных клиентов, и тогда такой проект, безусловно, будет интересен крупному корпорату. Но, тем не менее, сегодня, мне кажется, у нас экосистема доразвилась до такой стадии, где на любом уровне можно получить ресурс, поддержку, менторский совет, поэтому просто, мне кажется, нужно чаще приглашать корпорат на разного рода ивенты, но и уровень этих ивентов должен быть сам по себе достаточно высокий, чтобы он был хотя бы на том уровне, который проводится внутри самих компаний. Соответственно, если он слабее, соответственно, падает интерес. Тем не менее, Белгазпромбанк, EPAM, Волком, IBA, SAP и так далее на сегодняшний день делают очень много для развития стартапов и отбирают такие проекты. Да, но с другой стороны, вот как я работаю в Имагуру, и мы как раз-таки именно вот тот игрок, который постоянно проводит хакатоны, а наши ребята, они постоянно сталкиваются с проблемой привлечь партнеров.
поводу того, что, например, мы проводили дататон, хакатон на тему Big Data. Сейчас все говорят, что данные — это новое золото, да? И было очень сложно найти партнеров, которые были бы готовы поделиться своими данными, при том, что стартап ничего с ними, по сути, не сможет сделать. Он, может быть, наоборот, вам предложит какое-то решение. И был вот конкретный кейс, что один игрок на белорусском рынке, очень крупная компания, у которой точно много этих данных, они в итоге после долгих переговоров отказались участвовать в хакатоне, а спустя неделю повесили вакансию о том, что им нужен там специалист по бигдате. Это смешно и неудобно. Юля, я немножко в этом смысле не могу комментировать конкретные переговоры в части хакатона, потому что я не знаю, о каких условиях говорилось, я не знаю, что предлагалось игроку. Тем не менее, я знаю много других комьюнити, которые собирают постоянно крупных игроков, партнеров. Есть у нас Data Talks комьюнити, есть у нас Business Analyst комьюнити, есть IT Sales Club, который собирает очень много людей, площадка Бизнес-инкубатор. У нас сегодня есть конкуренция уже между площадками, и переговоры с конкретным партнером, в моем смысле, должны строиться на взаимовыгоде. Возможно, игрок не увидел этой выгоды, поэтому мне сложно сказать вот в части конкретного какого-то ивента. И поскольку я работаю с разными стартапами, и в рамках своего интенсива, это в основном собственники проектов, бизнеса, либо новых направлений, ни разу не было такого, чтобы мы к кому-то обратились, и нас кто-то не принял на консультацию или не помог экспертизой. Это ЕПАМ, Макдональдс, Зубр Капитал, бизнес-ангелы. То есть, не знаю, вот мне кажется, подход такой open mind и сотрудничество, и партнерство открывает очень много возможностей и дверей. Вот. Ну, поэтому, возможно, нужно точечно смотреть в конкретные переговоры. Хорошо, окей. И еще такой вопрос у меня есть, вот, учитывая твой бэкграунд. По поводу фондов, поскольку многие бизнесы, ну вот если взять, допустим, за границей, многие компании открывают свои венчурные фонды, опять же, для того, чтобы интенсивнее работать со стартапами, чтобы находить интересные идеи и их внедрять в свою экосистему, либо для диверсификации своих доходов, собственно. Вот как ты оцениваешь перспективу появления собственных фондов в Беларуси у каких-то крупных игроков? Может быть, не сейчас, там, в таком случае, какой интервал, через 5 лет, например? Ну, еще хочу сказать такой момент, что я работаю всегда очень четко в своей экспертизе. Я не считаю себя инвестором, тем не менее я знаю, куда я могу отправить конкретный стартап за поиском ресурсов. А ресурсы, в моем понимании, это не всегда деньги, да? Тем не менее, я думаю, что инфраструктура именно инвестирования будет развиваться. Мы молодая экосистема в сравнении с другими, да, там, экосистемами стартапов. И вот недавно у меня была беседа с одним из представителей 500 стартапов, он посмотрел на нашу карту, ну, такие, говорит, еще молоденькие такие, да, я говорю, ну, как бы да, ну, вот, но, тем не менее, очень много сделано на сегодняшний день в нашей стране для того, чтобы стартапы получали финансирование и поддержку. Есть ассоциация бизнес-ангелов, многие сегодня приобретают опыт инвестирования, сегодня наши известные лидеры в IT создали уже свои собственные фонды венчурные и поддерживают стартапы по разным направлениям. Дальше, я думаю, это направление будет все больше и больше развиваться. Что же касается крупного корпората, то недавно была новость о том, что компания ЕПАМ вступила в венчурный фонд, и мне ближе скорее та политика, которая будет связана, опять-таки, с альянсами, с партнерством, и думаю, что в большей степени это будет выглядеть так. То есть компании будут создавать совместные какие-то организации, фонды для финансирования и поддержки стартапов. Мало того, там международные инвесторы делают то же самое. То есть они представляют крупный корпорат, как правило, фонды не пиарятся, это конкретный представитель, который просто озвучивает свой оффер нескольким компаниям и проводятся прямые переговоры. Просто, возможно, они не подсвечиваются в медиа, потому что большие сделки, крупные сотрудничества, как правило, проводятся на деловом уровне и в кулуарах. Ну, вот мое мнение такое. Окей. А вот такой вопрос. Как увеличить процент выживаемости стартапов после хакатона, на твой взгляд? На самом деле, опять, не хочу никого обидеть, нужно смотреть на рынок, потому что когда ты приходишь на хакатон, ты можешь быть очень сильным стартапом, но прийти на хакатон на Слаш, например, поехать, или в тот же Бостон, ну, не каждый осмелится, потому что уровень экспертизы там в некоторых случаях в разы выше. Это не значит, что у нас нет таких проектов, есть, мы о них все знаем, это уровень питчинга, это чуть ли не актерское мастерство, да, люди выходят и презентуют свою бизнес-модель. Если есть действительно
действительно качественный продукт и проект, его заметят. Поэтому больше, глубже прорабатывать свои проекты со всех сторон. Очень часто страдает маркетинговая составляющая. То есть когда есть разработчики, но нету какой-то... То есть в команде должен быть баланс в ролях. То есть это должен быть разработчик, это должен быть руководитель проекта, и обязательно тот человек, который всю эту историю упакует, будет продвигать на рынок. А вот людей, которые продвигают сегодня на рынок и упаковывают такие продукты, становится все меньше и меньше. То есть на хакатонах чаще вижу разработчиков, нежели маркетологов. Поэтому, наверное, сейчас делала бы максимум на то, чтобы интегрировать маркетологов с разработчиками. И такие на уровне университетов специальности есть, они друг о друге не знают. Даже иногда не знают о там, проводимых хакатонах. Почему об этом говорю? Потому что работаю практически, наверное, со всеми игроками экосистемы стартапа в Беларуси сегодня. Это университеты, поэтому стараемся друг другу рассказывать. Хороший пример в этом смысле по выживаемости, я считаю, это Social Weekend Hackathon. Уровень жюри, опять-таки, вот к теме партнерства и крупного корпората сегодня, это одна из тех историй, которая прирастает с каждым разом все больше и больше, да, там, на количество участников, на качество проектов, на партнеров и так далее. Выживаемость, опять, у меня есть своя градация стартапов, да, хакатон — это не всегда про бизнес. Есть некоторые люди, которые просто приходят провести хорошо время, запичиться, показать себя, использовать хакатон в качестве пиара. И нормальная воронка, если брать по хакатонам, 1-2 стартапа, которые могут реально взлететь, даже если их 50 или 100. И есть еще один момент, который, это всегда, как я говорю, вин-вин и переговоры. Все зависит от задания и ТЗ к хакатону. Если есть требования, должен быть прототип, наличие, там, техническая явка, там, минимум 3-4 человека, как это делается в гараже 48, например. То есть если там на чекпоинт, это там, точки контроля проекта, не приходит команда, не показывает результат, то команда отчисляется, например, с хакатона. То есть это изначально вопрос к организации самого, вот, ну, это мое мнение, ивента. Есть успешные хакатоны, которые проводил фонд Haxus. Там, во-первых, ну, призовой фонд был достаточно серьезный, и таких сильных команд, как были на этом хакатоне, ну, я, наверное, не помню, точнее, я помню до сих пор этот хакатон. Вот. И ну, вот как-то так, наверное. Хорошо, а если исходить вот к этому, ну, отвечать на этот вопрос с позиции экосистемы, может быть, как-то провести какие-то параллели с твоей вот поездкой в США по программе Community Connection, вот именно что нужно добавить в экосистему, даже вот при оговорках, что она у нас очень молодая, она еще только развивается, и уже есть безусловно, достижение. Что нужно добавить для того, чтобы увеличить вот этот процент выживаемости стартапов и увеличить поток стартапов? Со своей стороны, поехав в Штаты, я постаралась вот то, что я могу по максимуму дать и передать, вот я делаю. Да? Мы сделали с моим партнером Юрой Беспаловым тетрадку, вот профайл стартапа, где, заполнив свои цели, видение, миссии и так далее, можно прокачать свой проект. В чем ключевое? Потом сделала карту экосистемы стартапа в целом, чтобы было понятно вообще, куда пойти. Игроки не знали друг друга до этого момента, до этой карты, хотя она очень простая, ее уже обновлять надо по большому счету, потому что приросли игроки. То есть нетворкинг, знакомиться, приглашать университеты, работать в партнерстве на единую цель, не конкурировать между собой, потому что стартап не может выбирать. Он пойдет и туда, и туда, и туда в поисках ресурса. Дальше мне очень понравился сам формат вообще программы, вот в которой я участвовала, это IVLP, там, где участвовали 20 стран, это были женщины-лидеры, которые каждый в своей сфере успешно. Я считаю, что Беларусь достойная страна для того, чтобы такие туры организовывать в нашу страну. Соответственно, договориться с какими-то компаниями, фондами, чтобы сюда приезжали лидеры мнений из других стран и налаживать вот это вот партнерство, нетворкинг и коммуникации на деловом уровне, чтобы это перерастало в какие-то сделки. Дальше, с точки зрения самого понятия предпринимательства, вот это вот нестандартное мышление и так называемые soft skills и hard skills нужно давать с детского сада, со школы, внедрять это в программы. В Америке то, что меня зацепило больше всего, то, что на каждом этапе бизнес очень глубоко интегрирован во все программы образования. Наши бизнесмены тоже сегодня делают очень много для развития именно образования. Там есть книга, там «Все компании счастливы одинаково». Зубр Капитал спросил мнение очень многих там лидеров IT-отрасли, сегодня предприниматели по этой книге учатся внедрять как учебник, давать реальные кейсы,
привлекать бизнес внутрь, чтобы приходили преподаватели. Вот сегодня в Академии Тингуру, например, приходят бизнесмены обучать подростков, так вот надо, чтобы они приходили так вот в школу, чтобы преподавание было смиксовано с бизнесом, и тогда всегда будут вырастать востребованные специалисты. Потому что, например, студенты во многих университетах США защищают свой дипломный проект как готовый реальный бизнес, либо направление бизнеса для какого-то крупного корпората. У нас, к сожалению, во многом сейчас чаще это больше такая работа теоретическая, да? Хотя на самом деле уровень наших студентов очень высокий. Слухайте, засталося у нас 3 хвіліни, і не магу не сказаць, што у нас планавалася размова пра вузкія месцы праектаў з пазіцыі бізнесу. Да, важных... І абсалютна будзе абгрунтавана, калі мы астатнія 3 хвіліны прысвяцім менавіта гэтаму пытанню. Што можна сказаць? Это навыки менеджерские навыки в большей степени и маркетинг, То бок бізнес, вось вы ўжо сказалі, што распрацоўшчыкі збіраюцца на хакатонах, да, то бок недооцэньваюцца на этапе, прынамсі пачатковым, да, на этапе хакатонаў менеджерские позиции, маркетинговые позиции, да. И гэтыя скиллы недооцениваются. Да, причина распада зачастую в стартапе вообще не связана бывает с бизнес-моделью. Это конфликт самих участников стартапа между собой, не доразобрались, не оформили документы, например. А если счастье, как поделим, если горе, как разделим, то есть на этом этапе бывает, кто-то отваливается. Потом маркетинг — это не когда я создал продукт, а потом пошел его внедрять. Маркетинг — это когда я разработал видение свое, посмотрел, взлетит, не взлетит, и тогда что-то начинаю делать. Зачастую некоторые начинают сразу же. Разработка, офис, Бентли, там, зарплата, все такое. Вот. Поэтому вот именно комплексный подход, системный, тот, который есть в бизнесе, вот этих скиллов не хватает. Это вот, поэтому мы свой там, интенсив для стартапов как раз-таки и строили по такому принципу, чтобы было личностное развитие и бизнесовые инструменты. Только бизнесовых инструментов недостаточно. Управленец — это тоже, этому тоже надо учиться, да, то есть нужно уметь управлять людьми, нужно готовиться к переговорам, нужно знать, как это делается, и этому можно научиться, нужно уметь презентовать себя, делать красивые презентации, каждый это может, нужно просто только этому научиться. Вот поэтому именно эти скиллы, как правило, самые такие проблемные и есть. Юлія, можам мы скончыць на гэтым нашу сённяшнюю стартапніцу? Як звычайна праляцелі гэтыя хвіліны вельмі хутка і час развітвацца, таму скажу, яшчэ раз нагадаю, што Юлія Няхай, рэдактарка Белбіз, была ў студыі Еўрарадыё. Юлія, да пабачэння. І Ірына Дубовік, праектны менеджер, спецыяліст. Дарэчы, мы не запыталіся абсалютна ў вас пра ваш праект «Стартапон». Што ён робіць, што там адбываецца ў ім, да? Але зараз вось я пра яго згадаў, я думаю, што можна будзе паглядзець, знайсці інфармацыю пра яго. Ён ёсць, нягледзячы на тое, што мы пра яго не размаўлялі. Ірына Дубовік была ў нашай студыі. Дзякуй, Ірына. До побачення. Дзякуй, и всегда можно найти, обратиться на любом ивенте, задать вопросы. У Фейсбуку, в принципе, знайшоў за 1,5 хвіліны, нават хутчэй. Павел Свярдлоў працаваў пры мікрафоне. Пачуемся на Еўрарадыё.